АБИ – это относительно новый многосторонний банк развития. Не могли бы вы, пожалуйста, подробнее рассказать об этом банке и его предыстории? Да, конечно. Я вице-президент и корпоративный секретарь банка. АБИ – относительно молодой банк развития. Он работает 7 лет, но он уже прочно входит в семью многосторонних банков развития вместе со Всемирным банком, Азиатским банком развития и другими. Целью этого банка является финансирование инвестиций в инфраструктуру, такую как энергетика, телекоммуникации и транспорт. Цель АБИ в том, чтобы способствовать благосостоянию людей, помогать экономике расти и таким образом способствовать будущему процветанию. АБИ имеет те же характеристики, что и другие многосторонние банки развития, в том смысле, что следует очень высоким стандартам. Таким образом, проекты, которые мы финансируем, являются проектами очень высокого качества, а АБИ – это банк, который сам следует высоким стандартам управления. Но мы также немного отличаемся в том смысле, что 75% акционеров банка относятся к азиатским странам и только четверть находится за пределами. Таким образом, азиатские страны имеют значительное преимущество. Какова цель вашего визита в Центральную Азию? Я впервые посещаю Центральную Азию, и моя цель – укрепить отношения с членами банка. Таджикистан, например, является членом-учредителем банка первого поколения. Однако из-за ковид мы не могли посетить корпоративного секретаря уже несколько лет. Поэтому сейчас нам важно посетить наших акционеров и укрепить отношения с ними, чтобы обсудить наши отношения и то, как они могут внести свой вклад в банк и какую прибыль они могут получить от банка. И это своего рода вторая цель – определиться, над какими проектами мы можем работать вместе, в чем интерес Таджикистана и что может сделать АБИ. Как банк выбирает, какие проекты поддержать, и как вы работаете с партнерами? Мы ориентированы на клиентов, а это означает, что проекты, которые мы финансируем, предлагаются нашими членами, нашими странами-клиентами. Итак, в Таджикистане у нас пока 2 проекта. Один относится к транспорту, это дорога от Душанбе до границы с Узбекистаном. Этот проект был вторым проектом банка, и он уже завершен. Таким образом, можно уже получать прибыль от более короткого времени в пути. Другой проект – строящийся ГЭС. Этот проект пока в процессе. Итак, если вы возьмете эти 2 сектора, они четко отражают потребности Таджикистана. Поэтому проекты, которые мы финансируем, обычно следуют потребностям страны. Пожалуйста, расскажите про зеленую инфраструктуру в Таджикистане. Я думаю, что для Таджикистана актуально стать зеленой страной, поддерживая проекты, которые помогают предотвратить изменение климата. Существует тесная связь между этим и тем, какие проекты в электроэнергетике мы обсуждаем с Таджикистаном. Например, гидроэнергетика. Завтра я собираюсь поехать в Рагун. Это большая, я думаю, самая высокая плотина в мире, и поэтому я очень рад поехать туда и увидеть захватывающий проект, который есть в Таджикистане. И гидроэнергетика явно идет на пользу мировой экономике и экономике Таджикистана, обеспечивая энергией весь регион. Она и также дает зеленую энергию и тем самым помогает предотвратить выбросы углерода, таким образом останавливая или уменьшая риски изменения климата. И это то, что мы делаем со многими нашими проектами. Мы стремимся убедиться, что мы соответствуем тому, что мы на жаргоне банков развития называем Парижским согласованием.
В наших проектах мы стремимся ориентироваться на Парижское соглашение. Это значит, что мы не можем финансировать такие проекты, как, например, угольные электростанции, и, наоборот, можем финансировать такие проекты, как возобновляемые источники энергии. Кроме того, есть некоторые области, такие как газ, где мы финансируем проекты только в том случае, если он является частью плана перехода и помогает сократить выбросы. Но сейчас наш фокус на проектах по безуглеродной энергии. Какие приоритеты у банка в этом регионе? Вы планируете расширяться? Да, для нас этот регион становится все более важным. В этом регионе наблюдаются значительные реформы, как здесь, в Таджикистане, так и в других странах. Между странами больше сотрудничества. Таким образом, с реформами перспективы хороших проектов явно увеличилась. А с улучшением сотрудничества между странами гораздо больше перспектив также и для проектов, которые приносят пользу за пределами региона. И эти гидроэлектростанции, которые я упомянул в Таджикистане, обеспечивают чистую энергию не только для этой страны, но и для всего региона. Они способствуют формированию большей энергетической системы в регионе, а значит, создают потенциал и для других новых проектов. Это как и с развитием частного сектора. Наша стратегия заключается в том, чтобы поддержать усилия страны и в этом отношении. Мы действительно расширяемся, мы заинтересованы в работе с Таджикистаном, в дальнейшем развитии региона и также в развитии самого банка. Спасибо за ваши ответы.